Ольга, здравствуйте. Интернет-порталы часто зазывают посетить тот или иной музейный объект, называя 5 веских причин. Каковы ваши аргументы в пользу того, что нужно обязательно побывать в Лидском историко-художественном музее? Лидский замок — это уникальный памятник первой категории Республики Беларусь. Безусловно, это сам музей в связи с тем, что он хранит богатые коллекции, которые были собраны в течение 60 лет с момента основания музея. Это более 46 тысяч единиц. Безусловно, наш филиал, наш литературный отдел «Дом Валентина Тавлая». И стоит посмотреть отдельные предметы, которые являются уникальными не только для нашей территории, для Лидского региона, но и в целом для других объектов. Допустим, такие интересные уникальные предметы 13, 14, 15 веков, найденные во время археологических раскопок. Это шахматная ладья 14 века, это порт с клеймом посадского волка. И, наверное, в топ-5 я не вложусь, потому что я бесконечное множество могу продлевать эти списки. Мне топ-5 недостаточно. Первое, когда слышишь Лидский музей, конечно же, вспоминается Лидский замок. Из каких еще музеев состоит этот комплекс? Наш объект состоит из 3 объектов. Это Лидский историко-художественный музей, головной его корпус, где в основном показывается искусство, история и краеведение. Это сам Лидский замок, про который вы уже сказали. Ну и, конечно же, литературный дом Валентина Тавлая, где представлены наши литераторы и, конечно же, мемориальная комната, посвященная поэту Валентину Тавлаю. В прошлом году музей отпраздновал свое 60-летие. Это достаточно молодой возраст для музейного комплекса. Насколько полно представлена сегодня в нем история Лидчины? На данный момент в достаточно большом объеме раскрыта история Лидского замка, начиная от его становления. И по мере возможности мы изучаем историю, начиная с XVIII века, и ее уже показываем в основном отделе Лидского историко-художественного музея. Лидчина богата своей культурой в связи с тем, что есть влияние разных культур, разных национальностей, поэтому работа — это бесконечная, и сказать, что мы представляем вот сегодня, на сегодняшний день в полном объеме историю, не могу сказать. Конечно же, мы развиваемся, дополняемся, и вот, как по мне, достаточно сложно с постоянными экспозициями на все 100% вообще в целом представить культуру. Десятилетие отмечает в этом году и литературный отдел музея. Насколько полно представлено творчество Валентина Тавлая там? Ему выделена отдельная мемориальная комната, в которой мы рассказываем, как выглядел быт во время проживания в этом доме самого поэта. Это в период с 1939 по 1941 год. Одной из основных функций данного объекта является и представление литераторов нашего региона, потому что у нас достаточно большой процент творческих, интересных людей на нашей территории. В рамках туристического маршрута и туристического проекта «Замковый гостиниц» мы в доме Валентина Тавлая показываем творчество людей. То есть у каждого в рамках программы «Балкон» есть возможность прийти, засчитать свои стихи, свои произведения, и горожане смогут их услышать. 15 лет назад стартом к экскурсионной деятельности по цитадели стал рыцарский турнир. А какие проекты можно считать уже на сегодняшний день брендом Лидского замка? Сейчас есть такой, мне кажется, уже и брендовый проект, который называется у нас «Меч Лидского замка». Он ежегодно проходит в рамках празднования города. Появились и другие полюбившиеся зрителям проекты, допустим, такие как лучный турнир «Старый Костель», уже ставший брендовым у нас фестиваль Fire Phoenix Fest, где выступают театры огня не только с Беларуси, но есть приглашенные из России, Литвы и других стран ближнего зарубежья. Еще есть ряд мероприятий не таких массовых, но достаточно активных. Это является туристический проект «Замковых гостиниц», который реализуется совместно со всеми организациями культуры нашего города и района. Безусловно, есть отдельно встречи с историками и археологами, в которых мы пытаемся рассказать о научной части нашего объекта. В связи с тем, что его изучали многие ученые, мы пытаемся их приглашать, чтобы они доносили, какие интересные предметы, в какой период были найдены. И такие встречи уже стали ежегодными
Некоторые проводятся у нас раз в месяц. Ну и, конечно же, у нас масса проектов, которые направлены на работу с посетителями и как ближнего и дальнего зарубежья, так и для жителей Лиды и Лидского региона. Это различные лекции, занятия, то есть классические формы работы с посетителями, с туристами. Хочется поблагодарить вас за беседу и до встречи в стенах Лидского замка.